Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: перемены, которые вас порадуют. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок, и давайте посмотрим, какие перемены вас истинно порадуют. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, перемены. Ну, здесь то, чего вы не ждете. Не ждете, не думаете и даже не надеетесь. Две ситуации, одна за другой, либо даже у кого-то отыграется, что одновременно произойдут. Здесь и охи-ахи, и удивление, и восхищение, и, конечно же, радость. Радость, как у ребенка у вас идет. Одна ситуация у вас связана конкретно с каким-то человеком, либо с решением конкретного человека. А вот вторая, скорее всего, разрешение вашей сложной ситуации, либо тупиковой ситуации. Возможно, кстати, связанная с деньгами. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но вот идет как идет. Смотрите. Такое впечатление, что буквально какой-то короткий срок вы как, из темной ночи до в светлый день попадаете. Да, если вы шли по дорожке, вам там не везло, какие-то неприятности случались, настроение у вас плохое было, вы могли болеть, сил у вас ни на что не было, желаний у вас никаких не возникало. Кроме одного, да, что поскорее это все закончилось. Вы пересекаете какую-то незримую черту, да, и вот, пожалуйста, солнце ярко светит, люди вокруг улыбаются, вы идете, у вас все получается, приходит, прилетает, вы имеете то, что вы хотели, то, что вы просили. Вот либо один за одним, либо сразу вместе, да, две ситуации, две перемены, вот они уже у вас практически на пороге стоят. Так, еще я вижу мужчину, который выходит из какого-то укрытия, как будто бы где-то там в горах находился, либо за валунами прятался. Мужчина выходит с разговором. Мало того, еще какое-то предложение от этого мужчины поступит. Причем очень даже и неплохое предложение. Мои хорошие, вы все разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины. В любом случае идет мужчина, выходит, появляется с важным разговором и с очень хорошим предложением. Вот здесь вы точно будете рады, потому что этого мужчину вы, скорее всего, искали, либо на него надеялись, либо он вам очень-очень нужен, важен. Но в любом случае появится, причем появится сам, да еще и с разговором, да еще и с очень крутым для вас предложением. Вы точно в обиде не останетесь. А если вы на этого человека обижаетесь, да все простите, все забудете. Действительно, человек, ему есть что вам предложить, либо есть как искупить свою вину. Чем, вернее, искупить свою вину. Так, еще вижу очень худого человека, высокий, худой. Может быть, в прямом смысле слова, да, высокий и худой. А может быть, человек плохо себя чувствует, либо в какой-то нужде находится. За человека этого вы очень переживаете, стараетесь помочь, либо помогаете этому человеку. Я вижу, что благодаря вашим усилиям, либо благодаря каким-то вашим действиям, к этому человеку птица прилетит. Птица, которая несет надежду, либо дарит надежду. Здесь какую-то важную, либо помощь, либо поддержку, либо предложение человек получит. И все благодаря вам. Видите, вы будете радоваться не за себя, но за другого человека, которому помогаете, либо кому вы неравнодушны. Это все благодаря вам. Все на ваших усилиях. Помочь другому, защитить другого, поддержать другого, ближнего своего, да? Вот. Кстати, человечек умеет быть благодарным,
И девочки, либо мужчина еще не раз и отблагодарит, и доброе дело вам сделает. Кстати, не одно. За вашу доброту вам же добром и вернут. Причем сторицей и вернут. В самом центре показывают вас, и вы как будто бы начинаете оживать. Возможно, вы плохо себя чувствовали. Возможно, в таком состоянии ступора находились. Может быть, апатии, да, ничего не хотелось. Может быть, веру потеряли в себя, в будущее, в кого-то. А здесь я вижу, что вы начинаете оживать, начинаете приходить в себя, себя брать в руки, начинаете группироваться. У вас вот какие-то новые цели, у вас какие-то новые желания. У вас прям как меняется, может быть, гормональный фон, меняется настроение. Вы, опять же, да, вот эта ситуация дня и ночи отыграется. В себя приходите, в себя опять начнете улыбаться, к чему-то стремиться, что-то делать, чем-то заниматься таким активным, классным для себя. Совершенно как другой человек. Потихонечку выходите. Из депрессии кто-то выходит из болезни, кто-то выходит действительно из стресса. Но вы выходите, это уже хорошо. Каждому новому дню вы будете очень рады. Очень рады. И будете себя чем-то развлекать, во что-то себя посвящать. Здесь просто жизнь меняется, состояние жизни у вас меняется. Еще якорь. Здесь как кто-то определится по поводу вас. Либо сама ситуация наконец-таки устаканится, и будет четкость и понимание, что происходит. Волнения какие-то уйдут, переживания уйдут. А у кого-то, кстати, возможно, недоверие существует, да, как вам не доверяют, либо вы кому-то не доверяете. Вот это все уйдет. Якорь лег на дно. Кстати, у кого-то по этому якорю еще отыграется ситуация найти себя, либо определиться, да, вот буду заниматься этим, либо общаться с тем. Такое решение, определение идет. Дальше у вас бабочка, которая присела отдохнуть. Здесь какой-то праздник будет. Праздник, и вы на этом празднике будете блистать. Что вас порадует? Да, то, что нет вам равных. Это первый момент. Второй момент. То, что вам действительно будет весело. То, что вы действительно будете улыбаться, наслаждаться. Какое-то максимальное внимание будет к вам приковано. Люди вам комплименты делают, к вам подходят. Все хотят с вами пообщаться. Может быть, у вас день рождения будет, либо действительно какое-то массовое мероприятие, где вы будете просто звездой, да, в центре внимания будете звездой. Так, здесь мужчина, который протягивает вам букет. Возможно, ваш мужчина вас порадует очень красивым букетом цветов. И также по букетам часто отыгрываются подарки. Хорошие такие достойные подарки. Но здесь мужчина прям протягивает вам этот букет и вот вручает, говорит, вот это тебе. Ты у меня такая замечательная. Это может быть как и парень, так и муж, так и, например, взрослый сын. Да, порадует вас подарком, либо действительно букетом цветов. Возможно, давно вам никто ничего не дарил. Возможно, вы действительно соскучились по красивым цветам. Не те, которые вы сами себе можете купить, а вот именно от сердца, от души, с чувствами, с выражением, вот то, что вам дарят. Может быть, за вами уже давно никто не ухаживал. Тут прям мужчина, смотрите, какой старается произвести максимальное впечатление на вас. Но это будет очень приятно. Кстати, у кого-то из девчонок по этому рисунку отыграется встреча, допустим, с человеком, с кем вы давно не виделись. Человек вот прям при параде производит на вас вау впечатление, вот эти цветы, эти прекрасные слова, ухаживание. Но в любом случае вы будете с подарком либо с цветами. И это прекрасно. Так, здесь вы идете вперед, за вами следует другой человек. У одних отыграет, что наконец-таки к вам начнут ваши близкие прислушиваться, делать, как вы хотите, как вы просите. Да, они будут следовать за вами. Кстати, очень часто так бывает, да, когда люди, особенно близкие люди, друг другу не помогают, не прислушиваются друг к другу, наоборот, друг с другом спорят, ругаются и делают все наперекосяк. Вот у вас ситуация, что за вами люди следуют. То есть вы говорите, что делать, либо показываете, куда идти, и они идут за вами.
Здесь как будто бы все на свои места становится. Вы меня извините, вы, конечно, все разные, но вот сдается мне, что вы самый просветленный человек среди ваших родственников. И что вам ведомо более, чем ведомо другим. Возможно, у вас дар, возможно, у вас какие-то врожденные способности, возможно, вы, в принципе, очень интеллектуально развитый человек. Да, вы все разные. Но вижу, что за вами будут следовать. Не будут с вами ругаться, не будут с вами спорить, а именно будут за вами следовать. Хорошая, кстати, перемена. Кстати, благодаря этому в вашем коллективе, либо в вашей семье идут и улучшения, и как преображение, да, вот люди меняются. Когда человек агрессивит, у него и лицо другое становится. А когда человек на позитивной волне, он прям светиться начинается. Все такие симпатичные, все такие добрые, все такие друг к другу расположенные. Потому что вы ими управляете, либо вы им показываете пример, да, задаете тон. Здесь очень хорошо все поменяется. Так, ближе к центру. Но здесь вас хвалить очень сильно будут. Хвалить, отмечать, может быть, даже как ставить в пример. Это связано либо с работой, либо с вашей активностью. Но мы все разные. Кто-то работает, строит бизнес, либо делает карьеру. А кто-то, например, занимается социально активной деятельностью. Да? Может быть, вы волонтер, вы помогаете другим, животным, например, помогаете. Вот за вашу деятельность, за вашу активность вас будут очень хвалить, благодарить, как-то отмечать, может быть, даже какие-то грамоты вручать, там, не знаю, премию могут выписать. Но вот как наконец-таки рассмотрят, наконец-таки оценят, наконец-таки люди поймут, да, насколько вы и ценны, и важны, насколько вы уникальны. Но вот как наконец-таки люди оценят по справедливости. Да, каждый ваш поступок, каждое ваше действие, каждое ваше достижение его будут отмечать. И вас будут за это благодарить. За то, что вы такой талантливый сотрудник, за то, что вы такой невероятный добрый человек с огромной душой, который не может пройти мимо и быть равнодушным к нуждам, например, тех, кто живет рядом, либо братьев наших меньших. В любом случае здесь прекрасно. Вы, конечно, очень скромны, и вам, возможно, будет неудобно, но тем не менее все идет по справедливости. И еще один очень важный момент касается перемен. Я вижу, что вы кого-то, как подвинете, в хорошем смысле слова, да, как подвинете. Какому-то человеку придется уступить вам место. Допустим, человек выходит на пенсию, да, освобождается вакантное место. Вы можете его занять. Либо человек возглавлял какую-то организацию, может быть, общественную, политическую, творческую. Да, человек, например, складывает в себя полномочия и тем самым освобождает вам место. Может быть, даже вы как преемник пойдете этого человека, а может быть, вас будут назначать либо выбирать. Но вот вижу, что один, грубо говоря, отходит, а вы как занимаете это место. Но здесь как все полюбовно будет, без всяких проблем, надрывов и косых злых взглядов. Здесь все как по справедливости идет. Так, еще вижу перемену в отношении к вам со стороны очень жесткого и властного мужчины. Это может быть ваш начальник, это может быть ваш отец, даже муж может быть, даже бывший муж может быть. Человек очень властный, очень жесткий и всегда прям такой, знаете, давит в разговоре, давит, доминирует, неприятно. Смотрите, вижу, что у него как ножки подкашивает, как силу свою теряет, либо благодаря какой-то ситуации, да, человек, например, понимает, что есть и другие ценности, что быть страшным, главным и авторитетом — это не самое прекрасное, что может случиться с тобой в жизни, что есть другие ценности, что доброту, понимание, сердечность люди ценят гораздо больше, чем авторитет. Но я вижу, что у него метаморфозы происходят. И эти метаморфозы очень приятно влияют на вас. То есть у вас с этим мужчиной однозначно улучшаются взаимоотношения. То есть он добреет, грубо говоря, не только к вам, но и ко всему миру, ко всем окружающим. Но вы за него рады, и вам приятно, что вы переходите на новый уровень общения.
Общение, кстати, будет гораздо больше, чем раньше. Это будет именно либо семейное общение, сугубо семейное, либо очень дружеское, ну, либо любовное. И так может отыграться. Мне вообще кажется, что этот мужчина, он на крест смотрит. Либо он уверует, да, станет более верующим человеком, либо, пройдя какое-то очень тяжелое кармическое испытание, да, у него вот эта переоценка ценностей произойдет. Так, еще я вижу вашу радость от того, что кто-то перевернул стакан, да, как отказывается пить. Какой-то человек отказывается пить, и вы этому рады. Возможно, вы этому человеку внушали, что алкоголь — это зло, что пить не стоит. Возможно, вы этого человека лечили, не знаю, уговаривали, ссорились по этому поводу. И теперь этот человек переворачивает стакан, и вы, конечно же, этому рады. Да, как отказывается пить, выпивать отказывается. Так, еще вижу знакомство. Знакомство новое, кстати, идет. Опять же, не у всех отыграется, вот у кого-то конкретного. Здесь вас как кто-то знакомит. Ну, допустим, ваш друг либо ваша подруга. Вы встречаетесь случайно, и человек говорит: вот познакомься, это мой там товарищ, это мой коллега, это мой там, работодатель, в конце концов. Вот кто-то вас знакомит. Очень классное знакомство. И здесь, вы знаете, вот тот момент, когда иголочки, да, иголочки, мурашки бегают по коже. Такая странная реакция у вас пойдет на это знакомство. И тот, с кем вас будут знакомить, у него тоже такая реакция пойдет. Ну, мои хорошие, я вас поздравляю, что сказать. Вы нашли свою половинку, либо найдете свою половинку. Совсем скоро со своей половинкой точно познакомитесь. Так, буква А. Буква А и молния. Что-то случится впервые. Что-то в вашей жизни случится впервые. Это будет как гром среди ясного неба. Это будет новое начало. Это будут какие-то новые, да, хорошие изменения в вашей жизни. Впервые. Вот посидите, подумайте, чего в вашей жизни еще не было. Хорошего, да, с правой стороны идет. Именно хорошего. Это случится именно в загаданный срок, именно с вами, и именно впервые это случится. Здесь и удивление, и шок, и азарт, и, знаете, такое чудо, да, это чудо. По итогу вы придете к выводу, что это чудо. Кстати, может быть, да, знамение вам будет, о чем-то вы подумали, либо что-то вы решили. Тут раз, странное природное явление. Это как знамение вам, как знак того, что высшие силы одобряют, либо поддерживают, либо этого для вас хотят. Да, знаки, знамения. Кольцо над женщиной. Оно красивое, оно с камнем, это как помолвка, да, возможно, вы получите предложение, либо пройдет ваша помолвка. Кольцо над женщиной, кольцо очень большое с правой стороны. Знаете, почему-то хочется сказать, что вы дождались. Это, конечно, грустно, но с другой стороны, возможно, долго вы были с мужчиной в отношениях, долго он там буксовал, тормозил, и вдруг он там с большой помпой в каком-то прекрасном месте сделает вам предложение. Ой, такая счастливая. Ну, видите, как девочки. Надо было подождать, либо стоило подождать. Ну, а кому-то не пришлось ждать. Да? Может быть, мужчина вот встречались, и он решил, что нужно как-то узаконивать ваши взаимоотношения и действительно подарит вам колечко. Хороший на самом деле знак, добрый знак. Так, слева куриная лапа и большой нож. Ну, какое-то зло, какое-то колдовство, волшебство от вас будет отрезано. Возможно, вы сами что-то делаете, возможно, кто-то для вас что-то делает, возможно, высшие силы для вас делают. Куриную лапу от вас отрезают, причем отрезают, нож вниз идет. Не вверх, а нож вниз. Но это вот с концами. Если вы подвергались каким-то нападкам зла, да, любым видом и родом зла, неважно, что это было, то здесь вот четко показали: отсекут. И вы это прям почувствуете. В тот же момент вы почувствуете. Каждый, конечно, по-своему почувствует, но незамеченным это событие, не отмеченным вами, точно не останется.
Здесь точно негатива, зла и всяких безобразий в вашей жизни станет намного меньше. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.